Сегодня у нас вторник, 2 августа, и начинаем вебинар с календаря событий. Уже менее чем через час мы получим данные по Великобритании по PMI строительного сектора. Вчера были уточненные данные по PMI производственного сектора по Великобритании. И также сегодня в 15:30 основной индекс расходов на личное потребление в США за июнь. Начинаем обзор с пары евро-доллар. Пара сейчас у нас демонстрирует рост, причем рост происходит на трендовом ADX, что на дневном графике, что на 4-часовом графике, что на часовом графике. То есть все три таймфрейма находятся в трендовой области, и здесь у нас, получается, скрывается дорога вверх, и мы можем расти. Но, с другой стороны, есть факторы и плохие. Если посмотреть на 4-часовке, то у нас уже по RCI сейчас дивергенция в области перекупленности. У нас вчера минимум был 1.1197, сегодня мы его обновили, при этом по RCI на новый минимум мы пошли. Поэтому сейчас вот буквально на текущей часовой свечке у нас стоит дивер по 4-часовому графику, это сигнал уже вниз. И если посмотреть на часовые свечки, то мы по паре евро-доллар сейчас вышли за пределы конверта по Боллинджеру. У нас верхняя граница расположена на отметке 1.1187, а текущая котировка 1.12 ровно. И таким образом уже возникает вопрос, продолжится ли этот рост, или этот рост упрется в сильное сопротивление 1.1216, и все, мы выше не пойдем. Поэтому здесь есть вот такие не совсем хорошие факторы. Дивергенция, плюс вышли за пределы конверта, поэтому то, что мы находимся недалеко от сильного сопротивления, это внушает вот такое вот недоверие к этому возможному тренду, вдруг он прекратится и его развития особо не будет. Поэтому здесь получается для того, чтобы торговать вот эту формацию, то, что у нас есть активный ADX на всех трех таймфреймах, то здесь, получается, мы должны ждать закрытия цены выше уровня сопротивления, то есть чтобы первая часовая свеча закрылась выше 1.1216 и вторая часовая свеча закрылась выше первой, тогда уже у нас есть пробой этого уровня, и поскольку уровень мы пробили, то мы дальше также можем расти, и у нас уже получается следующая цель, это 1.1281. Поэтому если смотреть просто на индикаторы теханализа, то у нас получается такая картинка, что есть трендовая область по ADX, но поскольку есть определенные преграды, то в случае, если мы успешно возьмем уровень сопротивления 1.1216, тогда уже можно будет покупать и цель 1.1281. То есть ждать закрытия часовой свечи выше 1.1216, допустим, текущей, либо последующей, и затем, чтобы следующая свеча также была выше, чем 12.16 и выше, чем закрытие первой свечки. Ну, допустим, такой пример. Сейчас у нас свеча закрывается на отметке 1.1218. Вот текущая часовая свечка, 10 часов по терминальному времени. И получается, мы сделали первый шаг для пробоя этого уровня, и следующая часовая свеча, то есть 11 часов, должна закрыться выше, чем вот эта предыдущая, то есть хотя бы 1.1220, а 2 пункта на размер спреда. Тогда получается у нас уровень пробит, и мы тогда можем дальше идти вверх и можем идти на 1.1281. И вот здесь такой есть фактор хороший. Есть, допустим, фактор и негативный для пары евро-доллар. Это то, что у нас опять начинаются обостряться проблемы в европейском банковском секторе. И здесь у нас есть слайд. На этом слайде изображены три корреляции, три дохода, три инструмента. Это линия красного цвета акции банка Deutsche Bank, немецкого, ведущего европейского банка. Мы видим, что у нас падение идет этой линии, то есть акции падают. Также более сильное падение уже по синей линии, это акции итальянского банка Unicredit. Накануне они упали на 9,4% за один торговый день, потеряли почти 10% своей стоимости, это очень много. Страхи возникли опять на рынке. И вот верхняя линия — это пара евро-доллар, то есть мы видим, что
Она тоже у нас наклонена вниз, но не такой сильный наклон, но тем не менее тоже присутствует. Поэтому сейчас опять начинаются страхи усиливаться, что много проблем в европейском банковском секторе, как их решить, не совсем понятно. То есть есть, конечно, сценарий для решения, но непонятно, кто это все будет оплачивать, потому что никто вроде бы не хочет все это финансировать. Много споров, и акции банков опять под ударом, их распродают, и если акции банков, в данном случае европейских, падают, то это всегда плохо для валюты. Если, допустим, падают акции российских банков, плохо для рубля, акции украинских банков, плохо для гривны и так далее. В данном случае падают акции европейских банков, и, соответственно, это плохо для евро. Поэтому такой фактор тоже присутствует. Поэтому здесь, если вот все суммировать и технику, и фундамент, то получается самый такой сильный сигнал. В этом случае, если мы пробиваем уровень 1.1216, если мы его пробиваем уверенно, 2 часовые свечки подряд, тогда можно покупать и take profit 1.1281. Вот такой взгляд на сегодня. Если же мы этот уровень не пробиваем, тогда лучше сегодня ничего не делать, потому что факторы такие противоречивые, есть даже по технике и сигналы к росту котировок, и также сигналы на продажу. Допустим, мы вполне можем увидеть сейчас реализацию дивергенции сигналов вниз на 4-часовках. Поэтому здесь есть факторы вот такие смешанные, и получается либо торгуем пробой уровня 12-16, 2 часовые свечки подряд, либо тогда вообще ничего не делать, обратить внимание на другие пары, там есть сегодня сильные сигналы, и вот такая тенденция, на мой взгляд, на сегодня по паре евро-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, что касается, Алекс, вашего вопроса, 1.14 идем или нет, вы знаете, пока трудно сказать, потому что здесь в первую очередь будет понятно уже по итогам этой недели, пойдем ли мы на 1.14 или нет. Вы знаете, я думаю, что шансов немного туда сходить, потому что проблемы европейских банков, плюс и инфляция низкая в еврозоне, и цены на нефть опять падают, уже мы идем прям вот так вот уверенно к 40 по бренд, 40 долларов за баррель. Поэтому шансов на то, что мы туда пойдем, очень мало. Но посмотрим, может быть, и сходим. Но я пока бы не стал так говорить, что мы идем на 1.14. Все-таки много там сопротивлений технических, фундаментальных до этой отметки. Так, что касается, Мурата, по индексу доллара, то, знаете, я думаю, что мы по индексу доллара все-таки пойдем вверх на этой неделе, и это связываю я в большей степени с тем, что будет падать товарный рынок, который и так уже падает, и я думаю, он будет падать еще больше. И здесь, если смотреть, вот, допустим, по индексу доллара, то у нас сейчас котировка 95.41. И здесь получается минимум минувшей недели 95.33, есть шанс как раз вот именно на тестирование минимума минувшей недели, и после этого уже разворот вверх. Поэтому я думаю, сначала мы сходим на минимум минувшей недели, то есть, допустим, у нас получается 95.33 плюс 95.38 это сильная поддержка, это минимум 5 июля. То есть вот где-то вот в этой области 95.30, на мой взгляд, будет разворот, и мы пойдем на 96, потом на 97. То есть сейчас еще немножко вниз опустимся к поддержке сильной, после этого уже развернемся. Если ниже 1.1216 будем закрывать 2 свечи подряд, то до какой цели может цена пойти вниз? Роман, благодарю вас за вопрос. Тогда здесь уже получается цель это 1.1151, нижняя граница по Боллинджеру на часовом графике. Но здесь, смотрите, здесь как бы не то, что вот 2 свечки подряд мы не закрываем ниже. Здесь должно быть как? Мы, допустим, если вот мы рассматриваем тактику отбоя от уровня, то есть мы говорили про пробой, 2 часовые свечки подряд выше 12.16 и вторая выше первой, то отбой должен быть следующей формации проходить, то есть мы должны коснуться этой отметки 12.16, хотя бы даже на 1 пункт выше 12.17, то есть должен быть задерг на этот уровень, максимум часовой свечки хотя бы 1.12.17, а еще лучше повыше, допустим, 12.20, 12.25. И закрытие часа ниже этого уровня на размер спреда. То есть мы 12.16 вычитаем 2 пункта, получаем 12.14.
Соответственно, следующая часовая свечка, следующая сразу же, которая идет за ней, там не через одну, не через две, а сразу же следующая, она должна закрыться как минимум на 2 пункта ниже, чем это закрытие. То есть не 1.12.14, а вычитаем 2 пункта, получается 1.12.12. И вот тогда уже, да, мы имеем модель на отбой от уровня. В этой области мы имеем дивергенцию по 4-часовому графику по RSI. Таким образом, сигнал очень хороший вниз на коррекцию и 1.1151 вот в эту область на нижнюю по Боллинджеру мы можем сходить. То есть сейчас получается это ключевой уровень на вот этот торговый день 12.16. Мы его либо уверенно пробиваем, либо мы делаем ложный прокол и после этого разворачиваемся. Чтобы был ложный прокол, то должны хотя бы на 1 пункт этот уровень превысить, затем закрыть на 2 пункта ниже 1.12.16, как минимум 2 пункта, можно и больше. А следующее закрытие также ниже как минимум на 2 пункта, чем предыдущее, и тогда уже идем вниз. Вот получается ключевой уровень на сегодня, за ним мы смотрим, либо мы его пробиваем, либо не пробиваем. Что в итоге будет, то есть уже покажет время, здесь просто ждем и действуем уже по факту. Либо пробой уровня покупка, либо отбой от уровня тогда уже продажа. Так, ЕЦБ нужен этот уровень, чтобы закрыться. Юрий, уточните, пожалуйста, для чего ЕЦБ нужен этот уровень? Я просто не в курсе этих новостей от ЕЦБ, чтобы закрыться, кому закрыть, что закрыть. Уточните, пожалуйста, что такое за сильный уровень для ЕЦБ на 1.14. Возможно, у вас есть информация, поделитесь с нами, я думаю, всем будет интересно. ЕЦБ сильный евро не нужен, Сергей, вы совершенно правы. ЕЦБ, наоборот, нужен слабый евро, допустим, 1.05. При этом слабом евро и увеличивается экспорт, и инфляция также может разгоняться, потому что если валюта падает, это хорошо для инфляции. Поэтому в целом для ЕЦБ, конечно, в идеале, чтобы евро потихонечку падал, то есть без резких движений, потому что резкие движения, они не нужны ни одному центральному банку, а вот потихонечку, да. Что касается месячных зон, вы знаете, месячных зон может быть сколько угодно много, и здесь... Вы думаете, ЕЦБ на это смотрит? ЕЦБ вообще занимается другими делами, занимается поддержанием стабильности экономического роста. Месячная зона с стабильностью экономического роста здесь никак не связана, поэтому здесь не совсем понятно, почему уровень 1.14 такой магический для ЕЦБ. Если просто, допустим, ЕЦБ об этом говорил, и вы где-то прочитали, что уровень 1.14 для нас очень важен, тогда да, это действительно важно. Но если это просто вот так, там где-то на графике что-то нарисовано, и вы думаете, что ЕЦБ это важно, но ЕЦБ же нам об этом не говорил, поэтому это просто все наши догадки, и получается, ЕЦБ-то это никак и не важно. Это, возможно, важно для нас, допустим, если мы это торгуем, да, но ЕЦБ об этом, получается, не говорил. Поговорим о паре фунт-доллар. Здесь у нас PMI по строительному сектору сегодня будет. В предыдущем месяце уже PMI упал ниже 50. Вот здесь график PMI по Великобритании. Последний столбик справа мы видим ниже 50. И в целом линия наклона у нас красного цвета, линия вниз, то есть тренд негативный. То есть PMI падает и уже не один месяц. И в предыдущем месяце он опустился ниже 50. Причем этот месяц он, по сути дела, не учитывал в себе особо вот тот самый референдум, который был в конце июня. И получается сейчас первый месяц, когда уже итоги референдума известны, Британия выходит, это плохо для рынка недвижимости, как жилой, так и коммерческой, потому что будет уменьшаться спрос, риски различные возросли. Соответственно, сегодня мы увидим опять значение ниже 50. И, соответственно, 2 месяца подряд это уже первый такой предвестник какого-то стагнации, рецессии будущей и так далее. Накануне у нас были данные по PMI производственного сектора, там данные были пересмотрены в плохую сторону, понизили оценку, даже первая оценка была ниже 50, и вчера еще ее более низко сделали. Таким образом, здесь получается...
у нас тенденция продолжается быть негативной, и, соответственно, сегодня в этой связи мы также получим еще один негативный фактор для британской валюты. И, на мой взгляд, британец пойдет вниз, плюс рынок нефти, тот самый, о котором мы говорим каждый день, он опять падает, и Brent, и WTI. И здесь по Brent котировка 42.15, мы все ближе и ближе идем к отметке 40, и мы много раз уже рассматривали корреляции между Brent и парой фунт-доллар. Таким образом, получается, что Brent будет идти вниз, скорее всего, с высокой долей вероятности, и фунт также пойдет вниз, то есть это дополнительный сигнал вниз по фунту. Таким образом, получается, на сегодня весь такой новостной фон плохой для британской валюты, ничего хорошего нет, и получается движение вниз, скорее всего, нас ожидает. Если посмотреть по технике, то у нас сейчас на дневках флэт, причем очень вялый, рынок замер. На дневном графике у нас ничего вообще интересного нет, рынок чего-то ждет, чего может ждать рынок, это, скорее всего, 4 августа заседание Банка Англии, потому что сейчас вроде как уже все, кто можно, ожидают, что банк что-то должен сделать, потому что отчеты пошли плохие и очень плохие. PMI это всегда опережающий индикатор, Банк Англии даже на них смотрит, и мы получили плохие PMI по строительному сектору, сфере услуг, по производственному сектору, то есть получается это снижение ВВП. ВВП в третьем квартале, поскольку данные вот за июль, а это первый месяц третьего квартала. Поэтому банку Англии что-то придется сделать, и вот рынок этого ждет, мы пока видим флэт. На 4 часовках у нас тоже ничего интересного нет, ADX 13, на дневках 15, то есть примерно одинаковые цифры, по RCI 53, то есть тоже флэт, и вот на часовках мы сейчас не так давно выходили за пределы конверта по Боллинджеру. У нас была верхняя граница 32.13. Сегодня, сейчас в текущей часовой свечке максимум был 32.36. На время вышли, его сейчас обратно вернулись в этот конверт. И по RCI значение 63.3, то есть недалеко от области перекупленности. И тоже получается особо каких-то сильных сигналов у нас здесь нет. Получается по технике мы дальше будем стоять во флете до 4 августа и ждать Банк Англии, что он нам скажет. И если просто фундамент торговать на сегодня, поскольку по технике флэт, то вот если по фундаменту, то получается сигналы вниз. И если у нас сегодня флэт будет продолжаться, то, скорее всего, флэт будет продолжаться, это где-то верхняя граница, текущий максимум часовой 1.3236, а нижняя граница, это вчерашний минимум 31.61, то получается даже в рамках этого флэта можно поторговать негативные новости по Великобритании, рынок нефти, который падает уже не первый день, и он дальше будет падать. Там причины новые появились для падения, сейчас об этом также расскажу. И получается, как раз можно продавать текущих британец 1.3209 и также поставить целый лимит на максимум часа 1.3236 и цель это 1.3161 вчерашний минимум. Что касается по нефти, то по нефти я думаю, что мы также будем двигаться вниз, то есть позиции по нефти, которые вчера открывали, можно их удерживать, потому что мы говорили о цели 41.50, мы еще до нее не дошли, вчера минимум был 41.86 по Brent, поэтому цель еще по-прежнему актуальна. И это первая цель, вторая цель, я бы поставил это $40 и 10 центов, то есть не 40 ровно по Brent, психологический уровень, а непосредственно 40-10, то есть немножко округлить, может быть, не дойдем. Почему нефть будет падать? Сегодня, даже не сегодня, получается, а вчера поздно вечером были данные от Саудовской Аравии, новые новости пришли, что она устроит демпинг и на сентябре тоже. Вот мы говорили в июле месяце, что саудиты и их компания государственная Сауди Арамко запустит новый демпинг для клиентов из Азии и с Северной Америки. И там цены немножко понизят, они с 1 августа. И вчера они заявили о том, что с 1 сентября мы также понизим для клиентов из Азии, в первую очередь для Китая, то есть для американцев они не будут еще больше понижать, а для китайцев, в первую очередь для всех азиатов, они в сентябре еще немножко цены понизят, то есть демпинг еще немножко добавят. Ну и, соответственно, здесь
получается сигнал для рынка, что мы можем дальше корректироваться. То есть сейчас пока говорим именно о коррекции, потому что если мы посмотрим на тенденцию по нефти с января по июню, то мы очень сильно выросли с 27,5 на 53. И поэтому сейчас, даже если мы увидим 40, 39, это получается коррекция там 38,2 по FIBA. То есть пока что это не вот, что там у нас Армагеддон, коллапс, там паника на рынках и так далее. Пока что получается просто вот коррекция к 38,2 по FIBA. И мы к ней идем $40 за баррель плюс-минус по бренду. И таким образом здесь получается, что у нас бренд еще дальше будет падать. И я уже говорил, что по циклическому анализу разворотная точка 18 числа, там примерно рубль-доллар, разворотная точка 17 получилась у меня, 18 нефть. Таким образом получается вот где-то там с 15 по 18, и нефть должна минимум сделать какой-то хороший такой, потом на коррекцию. И пара доллар-рубль тоже где-то вот около 70 должна сделать максимум, там 68, 69, 70 и должна пойти также на коррекцию. Поэтому здесь получается нефть пойдет вниз, и можно продавать нефть, можно покупать пару доллар-рубль, и, соответственно, нефть пойдет вниз. Для фунта это тоже плохо, и таким образом фунт также можно запродать и пофиксироваться на тех уровнях, о которых я сказал. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Так, по уровню мира пока что 12,50 хорошее место для разворота вниз. Роман, благодарю вас за комментарии. Да, может быть и такой сценарий, почему нет, мы можем дойти, допустим, и до этой отметки. Сейчас я честно скажу, по евро большие сомнения, вроде бы и можем стрельнуть вверх, а вроде бы и можем стрельнуть вниз, упасть. То есть вот пока, если все суммировать, технику с фундаментом, то картинка такая мутная получается. Нету вот что-то такого больше. Либо больше вниз, либо больше вверх. Вот по фунту получается больше вниз. По нефти получается больше вниз. Пара доллар-рубль получается наверх больше. Доллар будет расти к рублю. Мы видим рост, и все нормально здесь. Поэтому вот по евро пока тут мутная картинка такая, честно говоря, получается. Так, что касается там, Алекс, вашего комментария про Луну и нефть обречена, вы знаете, не знаю, как связана Луна будет, возможно, и будет связана, но не знаю, честно говоря. Вот что касается нефти, то, в принципе, здесь по нефти есть причин своих много, чтобы ей падать хотя бы к 40, ну, может быть, и больше упадем. Что касается, почему нефть падает, а евро растет, то, Сергей, ну, корреляции бывают сильные, бывают периодические раскорреляции, поэтому, если бы так все у нас было просто, допустим, вот нефть падает, евро упал, нефть выросла, евро вырос, тогда бы все на это знали, все бы это торговали, все бы на этом зарабатывали. Но все не могут зарабатывать, потому что на рынке 100 человек, и кто-то продает, кто-то покупает. Поэтому здесь раскорреляции бывают. Почему я как раз и говорю, что вроде бы евро не может стрелять вверх, но есть факторы плохие, и евро может также пойти вниз, и в том числе за счет того, что нефть падает, а доллар будет укрепляться, потому что падение нефти всегда хорошо для доллара. Почему как раз я и говорю, что вот вроде бы евро готов выстрелить вверх, но много таких противоречий. Поэтому сейчас пока вот уровень 12-16 ключевой, либо пробой истинный, либо ложный пробой, и тогда движение вниз. И, в общем, надо смотреть за этим уровнем 12-16. Поговорим о паре доллар-иен, она у нас подкорректировалась. Правда, не накануне во флоте стоял. Вот сегодня Вайсу подкорректировалась на 102.82, сходила вверх и упала. И сейчас падает. И здесь сигнал как раз именно на продажу формируется. Сигнал заключается в следующем, что началась либо коррекция на рынке акций, о которой я говорил вот в июне месяце, что рынок будет корректироваться либо в июле, либо в августе. В июле не корректировались, получается, вот в августе будем корректироваться. Либо коррекция, либо даже такой глобальный разворот, потому что S&P на историческом максимуме недавно был, и может быть уже назад такой разворот на один годик, допустим, вниз сходить и падать весь год. Пока сказать трудно, что это глобально такой разворот вниз или коррекция на 1, 2, 3 недели. Но, по крайней мере,
Получается, тенденция коррекции есть. Накануне индекс страха рос, здесь динамика именно показателя, индекс страха на S&P 500, на фондовый индекс, то есть это индекс волатильности, который рассчитывается по опционам, которые торгуются на S&P 500. И если индекс растет, то значит страхи увеличиваются, то акции продают, акции движутся вниз и наоборот. И здесь накануне был рост 4,8%, то есть в Америке страхи стали расти. В Европе также страхи растут, потому что проблемы европейских банков еще не решены, даже вообще никак не решены, их там надо решать, эти проблемы. И там все, по крайней мере, дискутируют, как, что, кто чем будет заниматься, кто за что отвечает. И пока они все это дискутируют, акции все дальше и дальше падают, потому что фактор неопределенности, нестабильности. И плюс на нефть падают, а много компаний у нас энергетических и в Америке, и в Европе, соответственно, их акции также падают, поэтому здесь получается вот такая картинка. Фондовый рынок движется вниз, и пара доллар-иен движется вниз, то есть иена у нас укрепляется, потому что иена валюта фондирования. Больше сегодня никакого такого фактора ключевого для данной валютной пары нет, потому что иена и вообще в целом данная валютная пара, доллар-иена, валюта у нас особенная, то есть иена всегда используется для финансирования вот таких высокорисковых сделок, поэтому здесь всегда свои особенности, всегда своей жизнью живет данная валютная пара, и сейчас она живет той жизнью, что фондовые рынки падают, и пара также падает. Фондовые рынки растут, пара растет. Поэтому здесь получается следующая картинка. У нас сейчас пара снижается, и, на мой взгляд, дальше будет продолжать снижение, потому что ближайший сильный уровень поддержки расположен на отметке 182. То есть между уровнем 102.35 и 182 нет никаких сопротивлений, мы можем сильно падать, и вот где-то в этой области 182 будет поддержка первая. Какая-то сильная поддержка, где могут пофиксировать шорты и может быть отскок. Поэтому получается, что у нас сильная поддержка 182, и именно вот в эту область мы и будем падать, потому что акции продают, нефть продают, различные другие инструменты высокодоходные продают, допустим, австралийский доллар, японская иена, сегодня и Банк Австралии ставку понизил. Это еще один фактор, чтобы пара пошла также вниз. И здесь получается, что от риска уходят, все рисковые активы, это и высокодоходные кросс-курсы, и акции, и нефть продают, и, соответственно, здесь получается для иены это хорошо, иена будет расти, поэтому здесь цель получается на сегодня-завтра 182. А там уже посмотрим, надо будет смотреть за этим уровнем, как мы его будем брать. И плюс, если посмотреть, допустим, по графику, то мы очень сильно падали в течение 3 дней с 27 по 29. Вчера у нас был узкий флет. В этом узком флете сегодня в Азию мы сходили наверх немножко, 182, пробили верхнюю границу флета и стали падать. Получается, можно сделать вывод, что на верхней границе этого флета были сильные ордера на продажу у крупных участников, в итоге они активированы уже и рынок падает, поэтому здесь получается крупняк стоит на продажу, и нам также необходимо становиться на продажу, потому что наших сил не хватит, чтобы всю эту ситуацию исправить. Лучше именно плыть по течению, чем против течения. А сейчас течение получается вот где-то первый такой берег, самый близкий, это 182, где может произойти отскок. Поэтому продажи до отметки 182 по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, у нас еще немножко времени, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так, иена против собственного ЦБ. Да, сейчас, Алексей, может вот такая картинка вроде бы получиться, что иена против собственного ЦБ, но здесь не то чтобы иена против ЦБ, здесь просто иена особенная валюта, и она используется для carry trade, и поэтому carry trade очень такой сильный, что на время может и Банк Японии, допустим, палки колеса поставить. Но здесь получается, что Банк Японии будет следить за иеной, и он говорил об этом. Поэтому здесь, если так посмотреть на пару доллар-иена, то минимум, который был в этом году, 98-99, 24 июня, это очень опасный уровень. Здесь Банк Японии может на кнопку нажать интервенцию провести, если иена упадет ниже 99. Поэтому пока до 99 иена может падать, а там уже очень опасно, в любой момент кнопку могут нажать. Поэтому там уже, если мы упадем до этого уровня в ближайшее время, допустим, тогда уже надо будет смотреть внимательно очень и очень все осторожно делать.
Так, что касается вебинара про психоторговлю, Алексей, даю вас за обратную связь, обязательно проведем, почему нет. Здесь мы, наша компания Fresh Forex, работаем на вас, для вас, и все, что вам интересно, то мы будем проводить. Если интересно психология торговли, то обязательно проведем. Так, что касается канадца, Роман, смотрел канадца, и здесь, на мой взгляд, по канадцу, мы, то есть не именно по канадцу, а пара американский доллар к канадскому доллару, на мой взгляд, будет расти. Будет расти, и это я связываю с тем, что она и накануне у нас росла, данная валютная пара. Мы сходили вверх от 1.39 до 1.31.22, то а сейчас у нас такой небольшой тоже флэт рисуется. На мой взгляд, тенденция будет к росту продолжаться. И здесь, где цели по канадцу, я бы назвал такую цель, вот, не только на сегодня, а на ближайшее некоторое время. Это 1.3230, верхняя по Боллинджеру на дневном графике. А текущих уровней где-то 115 пунктов вверх. И я думаю, что мы туда именно пойдем. Почему пойдем? Ну, потому что канадец, как и рубль, валюта сырьевая, рубль будет падать, канадский доллар будет падать. Кто у нас еще с нефтью завязан? Это мексиканская ПС, как его зовут, валюта Норвегии. И кто у нас еще сильно с нефтью завязан, так вот на память уже сейчас не вспомню, азербайджанский монат, если, допустим, вы имеете возможность торговать, или, допустим, вы живете в Азербайджане, кто-нибудь из вас, и, допустим, вы не знаете, что будет с вашими деньгами, с наличностью, тогда лучше перевести в доллары, по крайней мере, в ближайшее время, недельки на две. Здесь еще вот эти все валюты, которые завязаны на нефть, рубль, монат, мексиканская песо, в Норвегии вроде крона, если мне память не изменяет, могу путать, но вроде бы норвежская крона, и также канадский доллар. Вот все они где-то недельки-две еще будут под давлением. Потом, скорее всего, будет коррекция. И вот такая тенденция. Что касается рубля, уже ответил, рубль вниз, то есть пара долларов, рубль вверх до хотя бы 15 августа, до понедельника, то есть примерно 2 недели вверх. Где какие цели? Да цели все те же самые, что и раньше, я ничего нового не скажу, 68-70. Если не дойдем до 68, тогда выходим 15 августа. Где будем? Будем по 67, значит по 67 надо выходить. Что касается золота, то, вы знаете, по золоту я бы сейчас побыл бы в стороне, потому что тоже картинка такая странная формируется. Есть факторы для того, чтобы подрасти и упасть, и по технике, и по фундаменту. Но по технике в большей степени показывает на рост, на таких пониженных таймфреймах, например, там 30 минут, час, а вот уже на более старших таймфреймах ничего пока активного не показывает, например, дневки и 4-часовки по EDX. Если посмотреть по золоту на RCI, то уже недалеко от перекупленности стоим. Ну и плюс здесь факторы плохие новостные, это то, что у нас нефть будет падать, а падение нефти всегда плохо для золота. Там бывает раскорреляция, но в основном золото также за нефть уходит. Хотя, с другой стороны, есть фактор хороший для золота. Если рынки акций пойдут вниз сильно, то для золота это хорошо, как для японской иены. Поэтому пока что вот такая картинка противоречивая по технике и фундаменту. Есть что-то вверх, есть что-то вниз. Я бы лучше пока побыл в стороне. Вот, допустим, по нефти более-менее все понятно. Там и техника, и фундамент вниз. И вот по рублю тоже все понятно. А здесь золото пока что вот на сегодня много таких вот противоречий. Так, уважаемые коллеги, если вопросов больше, тогда мы наш вебинар завершаем. Благодарю всех за внимание, желаю всем успехов в торговле. И завтра, в среду, 3 августа, я приглашаю вас на вебинар в 10:30 по обзору рынка. Еще раз благодарю всех за внимание, до новых встреч.